своем росте очень благодарна своему супругу, который меня всегда поддерживает. Давайте вместе, давайте тогда. Адаптировать ее в Кыргызстан. Мастеру мы сказали, давай будем делать не очень сладкие. Если это ваше любимое дело, да, конечно, развивать его в Кыргызстане. Я советую это все пережить и дальше продолжать. Первая закладка, она сейчас должна очень хорошо вскипеть. Ну, вообще я закончила национальный университет, работала в Международном комитете Джогорку Кенеша, да, потом поступила в университет уже в Турцию, и там через год я встретила своего соотечественника, как Азиза, и мы решили создать семью. Но в Турции было сложновато работать, так как у меня потом уже дети появились, как бы нужно было и нянечку нанимать или еще что-то. Но мы пришли к такому выводу, что я пока посижу дома. Но дополнительным бизнесом каким-то мы занимались, и мы прожили в Турции почти 18 лет, продолжая этот бизнес. И по возвращению уже в Кыргызстан мы не могли найти, чем бы нам заниматься. Да? И мы закупили 4 дрожжировочные аппарата, но это было очень маленькое производство, 250 квадратных метров, где мы производили, ну там не очень много, наверное, у нас тонна, может быть, выходила в неделю, может быть, там 10 дней, да. Когда мы составили первый контракт, мы поняли, что у нас есть экспортный потенциал, и стали уже нашу продукцию, именно в шоколадной дрожжи, экспортировать за рубеж. Постпандемический период нам дал возможность показать и продегустировать нашу продукцию нашему клиенту, нашему локальному клиенту, и потихонечку мы уже стали заходить на локальный рынок, зашли в Глобус, в Народный и другие гипермаркеты, супермаркеты. Также и стали работать с ремесленниками, которые также продавали нашу продукцию на выставках и ярмарках. Первоначально у меня супруг работал с клиентами, а потом уже, когда у меня появилась возможность ему помогать, так как у меня уже дети подросли, я попала в такую программу Европейского банка при содействии ВИФАЙ «Женщины в бизнесе», где мы совместно с моим ментором уже погрузились в финансовую грамотность и также уже какие-то установки сделали в организационной структуре. И также после этой программы мы поняли, что мы можем также принять помощь Европейского банка и приняли все инструменты софинансирования, где мы сделали ребрендинг, привлекли иностранных технологов для того, чтобы поднять производство и качество продукции. 2020 жылы биздин банк бизнестеги аялдар деген программаны баштаганбыз. Ошол программанын алкагында аялдарга, ишкер аялдарга каржылоо, техникалык жардам, консультациялык жардам, ошол өзүнүн тренинг жана мындай байланыштарды түзүү деген ар кандай продуктуларды сунуштап атабыз. Ошондон бери 300дөн ашык ишкер аял бизден жардам алышты. Кыргызстандагы ишкер айымдарды биз менен иштегенге чакырам. Бизден келип ошо консультациялык жардам, тренингтерден, менторство, каржылоо жактан дагы жардам алыңыздар деп чакырам. Түркиянын эң белгилүү кондитердик азыктарынын бири болгон локум кадимкидей эле Кыргызстанда да даярдалат. Аны Айнура шоколадка деп аталган фирма 3 жылдан бери Рахат локум деген ат менен чыгарып келет. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, ал ишканада турабыз биз. Учурда локум даярдалып жатыптыр. Для того, чтобы наш лукум был очень вкусный, да, мы используем только самые качественные ингредиенты. Это сахар, крахмал, орехи, добавки, которые мы привозим тоже из Турции. В чем секрет? Это, во-первых, эксклюзивность нашего мастера, так как у него золотые руки, и он уже давно работает именно на производстве лукума. По нашему приглашению наш мастер приехал и с удовольствием производит этот продукт здесь. Onu bir tamam Aynur Hanım'a güvendik. Şimdi Aynur benim için
Sorunlar, ben şeker... Мен Айнура ханымга ишенип Түркиядан келдим. Ал мынчалык чыгым болуп тур. Ар күнү биз локумдун жаңы түрлөрүн чыгарып жатабыз. Кайсынысынын даамы жакшы болсо, ошол түрүн тездик менен чыгарууга аракет кылуудабыз. Азырынча 17 түрүн чыгарып жатабыз. Бул жерде эл локумду көп билишчү эмес, мармелад дешчү. Ага тиешеси жок. Мында чынында зыяндуу кошумчалар жок. Бир гана крахмал жана шекер. Ал эми азыктын боекторун Түркиядан алып келебиз. Лимон тузу жана түрлөрүнө карата кургак жемиш кошобуз. Жаңгактарын да кошобуз. Мына ушундай кылып даярдайбыз. Kesinlikle zararlı madde yok. Ну, я хочу сказать, что сегодня вам повезло, так как именно такой процесс очень редко можно поймать, когда именно в горячем виде, вот уже в готовом, полуготовом он уже сливается на вот такие формы. И он такой залипательный. Вот вы спрашивали особенность, почему вклукум такой вкусный, да? Одна из особенностей, даже, наверное, 100%, да, особенность, это то, что все делается вручную. И начали с 4-5 видов рахат лукума. Но мы сначала назывались как Turkish Delight, и его распространяли как Turkish Delight для того, чтобы привлечь наших клиентов, нашу клиентуру на турецкий лукум. Да? В последующем мы использовали наши ингредиенты, как смородина, облепиха, малина, и назвали уже его как рахат лукум. И сейчас мы на рынке под названием рахат лукум. Почему рахат лукум? Так как мы, когда мониторили рынок и разговаривали с нашими потенциальными клиентами, они говорили, что Turkish Delight, он как бы больше ассоциируется именно с продукцией, которая приходит из Турции. А рахат лукум это уже история, да, еще которая идет еще с советских времен. Наши бабушки, дедушки, наши родители первый вкус лукума попробовали именно в названии как рахат лукум. И вот он разработал такой рецепт для того, чтобы он был в то же время не такой сладкий, но был вкусный, был мягким, нежным. В шоколадном деле вообще технологов очень мало, поэтому мы использовали какие-то другие инструменты. Например, мы по программе JAZ был обмен опытом, да, среди технологов. А потом по программе также EBRD мы привезли сюда технолога, который нам также помог в оптимизации и поднять объемы производства. Если мы раньше делали это за неделю, да, мы тонну делали, сейчас мы можем уже готовую продукцию за 3 дня изготовить. Ну, 1 день у нас на упаковку, и уже через 7 дней наш продукт уже можно вывести на экспорт. Бомбон шоколадтарыбызды коебуз. Бир аз мурда тартып көрсөткөн шоколадтарды мисалы тиги казандарга салып туруп, аяка мисалы 10 саат сироп куябыз. Сахарный сироп куюп, андан кийин ушундай калыпка келтирип боеп, аякта ошол казандарда эле аягында мисалы глянц берип туруп, анан ушундай даяр продукция чыккан болот. Hem составында мисалы кээ бир өлкөлөрдөн келгенде мисалы шоколадный ароматизатор кошуп коюшат да. Мисалы шоколадный ароматизатор бул основной шоколаддын даамын бере турган нерсе. Ошон үчүн эми биз болсо ал нерсени өзүнүн накта сырьёсу болгон какао ликер деп жана көрсөтүп кеткенбиз башында мүшөктөгү сырьёлордо. Ошол какао ликер основной шоколаддын даамын бере турган сырьё ошол. Мисалы мунун ичиндеки сыртында, шоколаддын сыртында бир 0,5 миллиметрдей оболочка сахарный сироп. Ошону мисалы сироп куюп, кургатып, кайра ошол процессте эми шоколаддын весине жараша мисалы приблизительно 10 сааттай процесс кайталана берет. Мисалы сироп куюп, кургатып, сироп куюп, кургатып, ушундай кылып туруп сыртынан бир 0,5 миллиметрдей, андан да аз балким оболочка, сахарный оболочка капталган болот. Эми ушул продукциянын өзгөчөлүгү ошол да. Мисалы какао порошок биздин шоколадда колдонулган основной сырьёлордон ошо суюк май колдонобуз, какао порошок колдонобуз. Бул да Малайзиядан келген качественный какао порошоктон. Бул да какао ликер деп коебуз. Эң основной сырьё болуп саналат. Бул шоколадка даам бере турган основной сырьё. Biz şokoladты даярдагандан кийин мисалы тиги казанга ыргытып туруп, тиякта эки муздаткан шоколадты тоңдуруп берген цилиндрибиз бар. Ал цилиндрдан ушундай формага
формадан шоколадты чыгарып туруп, мындан жана бомбон да койгон продукцияны чыгарабыз. Мисалы, муздаткан аппараттын немесине жараша 3 саатта 400 килограмм шоколад чыгарат. Бул суюк шоколад. Бuyakta 2 силиндр бар, формада, шундай формада болгон силиндр бар. Ал силиндр муздап турат. Ал жака шоколад куюлгандан кийин шундай формада ылдый жагынан түшүп турат. Андан кийин буяктан четтеринен ашык шоколаддар сындырылып, шундай формага алып келинет. Эң биринчиси өндүрүштө биринчи жумушчулар иштеп аткан жерде биринчи очередь безопасность деген нерсе. Экинчиси андан кийин тазалык деген нерсеге көңүл бурабыз. Безопасность анткени адамдын биринчи өз коопсуздугу деген шарттарды коебуз. Экинчиси болсо ал тазалыкты көңүл бурсун деген нерсеге көңүл бурабыз. Кыргызстандан өндүрүлгөн сырьёлор жана сырттан алып келинген сырьёлордун аралаштырып, ушул казаныбызда шоколадты бышырабыз. 2,5-3 саатта шоколад даяр болот. Как женское сообщество мы очень друг другу помогаем в плане того, что мы друг другу помогаем, да, так как женщине в любом случае ей сложнее, чем мужчине, так как она еще должна быт нести, да, ухаживать за детьми, за своим супругом, за домом. И участие в таких сообществах, в таких форумах, оно как-то вдохновляет, наверное, женщин, так как когда ты слушаешь другие истории, которые, может быть, даже покруче твоей истории, да, успеха, ты приезжаешь вдохновленной на какие-то определенные победы. То есть еще что можно сказать, что участие в таких программах, оно дает рост, да? От менти я стала ментором. И в каких-то там программах уже я работаю со студентами, с девочками уже в качестве бизнес-адвайзера. В своем росте очень благодарна своему супругу, который меня всегда поддерживает, и какую-то ответственность за наших детей он тоже берет. И у меня дети уже старшие выросли, и они очень сильно помогают, особенно по дому. Старший сын у нас очень хорошо готовит, ведет на путь моего развития, это поддержка моей семьи. В достижении успеха я считаю, что это, наверное, сама сила воли, наверное, женщин, так как иногда бывают такие моменты, когда начинается депрессия или какое-то выгорание, да, я советую это все пережить и дальше продолжать. Ну, развивать, в лучшем качестве развивать, себя развивать. Женщина сама должна развиваться, ходить на курсы, участвовать в таких вот женских программах, да.